Меч черного дракона. Легендарный меч, вырезанный из кости черного дракона. Он нес чуму и смерть в те времена. Он был запечатан выходцами из рода драконов, поскольку этот меч был дьявольским мечом. Вероятно, он был создан душами побежденных черных драконов, которые теперь живут в нем. Говорят, что если сломить печать меча, он соберет всю ненависть и зло человечества и наделит этим того, кто возьмет его, превратив его в существо дьявола. Однако, даже потомки рода драконов не знают истинных возможностей этого меча. Меч дракона. Другое оружие, защищенное родом драконов с древних времен. Этим мечом пользовались древние воины с целью убийства черного дракона. Теперь он передается из поколения в поколение в клане ниндзя Гаябуса. Современные Это все потому, что я черный, говорит Теперь дракон. Меч дракона крепко держит в руках молодой ниндзя Рю Гаябуса. Гаябуса. Рю Гаябуса. Так. Окей. Ну, понеслась. Чётенько. Огромная статуя с двумя змеями, которые смотрят друг друга. Сила статуи парит. Сила статуи. Короче, держит в воздухе огромный камень. И он чисто показывает, что он сделан не современными технологиями. Видимо, это продукт древней эпохи. Похоже, он начинает опять двигаться. Есть ощущение, что он снова начнет двигаться. Понятно. Так, продукт. Это продукт. Ага. Это нам надо. Это роботы. Это роботы с кровью. Ха-ха, классик, здорово. Привет. Труп ниндзя убит, когда был на своей миссии, и он что-то держит. Класс. Что тут, походу, много ниндзя погибло. Стрелы застряли
М. А, стрела. Если стрела закончится, надо будет вытащить их из этого трупа. Нормально, нормально. Ну, казалось бы, я в жопе, но все хорошо. Еще живой. Ах ты тварь. Так, Консоль или ПК? ПК. На ПК играю. Я вчера только попробовал Ninja Gaiden вообще впервые. Я просто охерел от сложности. Прикольно. Ну, игра такая довольно-таки, ну, реально уникальная в своем смысле. О. Стоп, это новое оружие? Интересно. Хорошая серия на самом деле. Ну вот хочу испытать его. Я много всяких игр прохожу. Например, до этой игры мы прошли... Ну, до этой серии мы прошли серию Devil May Cry. И это было прикольно. Но все-таки лучшая часть — это 5-я часть. И перезапуск был неплохой, но там Вергилий просто ужасный. Охереть ты живучий. Так. Когда сомневаешься, смотри на синий цвет. А, кстати, сохранение. Так, ща, погоди-ка. Я до туда дойду. Да ё-моё. Вот это же явно повсюду где-то. Так вот этот синий цвет надо. Ну точнее не синий, голубой. Это голубой? Ну ладно. Да мать вашу за ногу!
Ну все, приехали. Да ему насрать. Так. Аккуратно, аккуратно. Отлично. Так. Вот оно что, Михалыч. Сучий потрох. И как мне взяться за выступ этот? Хотелось бы узнать. Окей. Прикольно, прикольно. Так. Хорошо. Так, сейвимся. Блин. Символ лилии. Clock Tower Plaza. Блин, какой-то скучный у них город этот. У Империи Вигор. Это столица еще, между прочим. Капец, им тяжко живется, походу. Ага. Ну, здрасте, это что за... Блин, фурии напали! Ой, меня фурии убили. Кошмар какой-то. Вот кого-кого, а кошка-девочек я тут что-то не ожидал видеть. Реально, они просто зареспавнились наверху. Четко.
Внезапно. Дух дьявола. И что это дает? Блин, сколько? Все, понял. Прекрасно. Взял и прокачался моментально. Магазинчик Мурамаса, что ли? О! Это он сам. Ничего себе. Жесть, он старый. Так, чем я могу вам помочь, говорит? Да пока ничем получается. Да блять. Засейвимся, пожалуй. Что-то довольно-таки круто. Шумят и шумят. Ну, обалдеть. Еще они здесь всегда будут респауниться? Интересная механика. Так сказать, не, ну не то, что механика, а решение, так скажем. Короче, с одной стороны можно фармить, с другой стороны можно сдохнуть на изи. Охуенно. Мне бы фул хп.
организовать себе. Вот это выстрел. Попал ведь. Ох, чувствую, я доиграюсь. Да, что и следовало ожидать. Но с другой стороны, я деньги прям хорошо фармлю. И хп хочу поднять. Ну, не знаю. Чё-то прям вообще не очень. Может, попробуем двойные мечи? Они у меня хотя бы прокачанные. О, хорошо. Что-то на момент я забеспокоился. Вот так вот, отлично. Сейчас full хп себе заработаем. Прикольно, прикольно.
4000. Лунар. Ну... Талисман возрождения. Давай карту купим. Карта нужна, а в остальном... Ну, одну килку давай. И... Пойдем. Группа ниндзя, одетые как... одетые в черное. Что-то в Тайроне. Члены черного клана Черного Паука. Видимо, они стоят за тем, что... Не дай ему уйти из Тайрона живыми. Видимо, они, ну, нам мешают. Так скажем. Я русскоязычный ниндзя, плохо понимаю английский. Здесь. Вот такие дела. Очень странная, конечно, очень странные враги. Какие-то полуроботы или что-то такое. Охуенно. Просто замечательно. Здоровья нет. Опять. Только я сначала закуплюсь зельями, пожалуй. На сей раз. Ну, пару штук.
Да иди ты нахуй, блядь. Как они... Надеюсь, я к концу игры получу реальное представление, сколько народу прошло эту игру. На харде. Блять. Хе. Не этого я ожидал. Мне хилка безумно нужна. Черт бы вас задницу трахал, мистер робот. Такой просто нищенский город из кирпичей и роботы. Какого хера вообще? Я бы понял еще, если бы на меня арабы напали какие-нибудь. Но роботы. Чё к чему вообще? Архитектура такая восточная. Ну, смешанная, что ли. Но в целом восточная. Блин, просто бабки. Дайте жизни. Ну, это другое дело. Теперь может сохраниться и пойти вперед. $2800 денег.
Нормально. О, дорого багато. О, какой же кайф. $8000. А он прям намного лучше стал. Визуально, по крайней мере. Nice. Так. Dragon's Claw, та-та-та. Infinite Fury. Lion's Rage, Black Widow, пока бежишь, пока прыгаешь, Tempest, Phantom Moon. Windpuff, Windrun. Ну, неплохо. Я ей башку снес. Да, это жестко. Так, кстати, а тут что-нибудь есть вообще? Ничего. Нет, есть. Вот она чё. Блин, твою мать. Там просто прыгнуть надо. Без пробежки по стене. Да. А тут с пробежкой. Дневник суки. Так, 24 января. Женщина, что я видел в Вигоре, она экстремально красивая. Так.
Угу. Так, 2 февраля. Эта женщина убивает зверей и мух. А, если бы они были бы как мухи. Короче, какой-то чел жестко сохнет по женщине какой-то. 6 февраля. Пока я летел по Амсату, что-то там... Окей. Ладно. О, скоробей. Это нам надо. Дверь открыта. Не, ну посох охуенный просто. Скоробей. Одного скоробея не хватает, говорит. Улица наслаждений. О, господи, эти кошки. Мяу да мяу, мяу да мяу. Да блин! Я там одну башку снес. Посох этот, конечно... Блин, кажется, как будто бы, что он прям очень даже эффективный против этих кошек, но... Ладно, сейчас вот если засфейлимся, попробуем двойные мечи. Ugh.
Отлично. А, так нам сюда по сюжету. Барганс. Галадо-до-до-до. Золотой скоробей. Вот что за дерьмо? Почему я туда забраться не могу? Очевидно, что я могу туда забраться. Блин, вот это они, конечно, запрограммировали. Барганца. Бля. У вас есть билет на вечеринку? Да блин. Блять. А у вас есть билет на вечеринку? Нет. Блин, как убил кошка девочек, надо было сразу убегать, сейвиться.
А, они в принципе умирают, когда им голову отрубают. Понятно. Ну, то есть... Это у них, ну, обычная анимация Да. смерти. Придурок ты, здорово. Блять. Бля, бабки упустил. Шестька. Ну, давай одну куплю. Надо ему, блять, скоробей принести. Сейчас засейвимся. Вот так вот и играю. Пойду сделаю что-нибудь, возвращаюсь, сейвлюсь. Пойду сделаю что-нибудь, возвращаюсь, сейвлюсь. Это же еще, ну, игра как бы старая, стоит это учитывать, по сути своей. Поэтому тут еще и враги респаунятся. Просто так. Но без какой-то видимой на то причины. Бля. Значит, кошка девочки всегда появляется. Охуеть. Я-то думал, только в том перекрестке они появляются. Солдаты. Капец же устаревшая тема, вот это вот с возрождением врагов, чтобы они всегда появлялись. Капец. Бля, заебал. Ох. Как же мне фури дрочит. Тем не менее, эта механика до сих пор живет. Не сказал бы. Но не так, как вот это вот. Респаун вообще, конечно, существует. Ну. Но вот так вот, чтоб, блять, ты вышел за дверь и снова вернулся, и там снова враги. Ну хуй знает, такого в современных играх нет. Да нахуя мне это? Бля, дайте хилок лучше. Пиздец. Ах ты, блядь. Да ты издеваешься. Вот это да.
шрифт этот еще такой. Ну ладно. Он может даже как будто прижился к серии. Они всегда используют этот шрифт, по-моему, да? Вот это охуенно просто. Да, ребята. Чё, как дела, RTX? Рассказывай, как дела вообще? Я, кстати, точнее, не я сегодня голодаю. Сегодня только воду пил. Я вообще не кушал. И что-то прикольно так. Нормально. Как будто бы токсины реально выводятся. Хорошо себя чувствую. Нормально так несколько раз посрал еще. Вообще прикольно. Поначалу было тяжело. Но сейчас. Блять, идите нахуй! Спам, спам, спам. Просто. В 3 удара. Ай, бля, какая хуйня. Причем блок не защищает, как будто. Завтра сдаю анализы. Ну, на чё? На гепатит. Нихуя. В смысле, погоди. Это как вообще? Почему? Проверка. Она бессимптомная. Может, вдруг есть гепатит. А чё вдруг так паранойя напала? Ё-моё. Стрёмно это. Но у меня, правда, тоже паранойя сейчас присутствует одна, что у меня сердечный приступ может произойти. Иглы были неодноразовыми. Сходил осенью на сеанс иглотерапии. Ё-моё. Иглотерапия. Блин. Сходил на иглотерапию, называется. Заработал паранойю.
Так, пойдем засейвимся. А на тот момент она хотя бы что-то положительное давала, иглотерапия. Я, кстати, никогда в жизни массаж не получал. Ну, там, спины и там прочее. Вот представь себе, целый год жил в Таиланде и ни разу на массаж не сходил. Пиздец вообще. Угу. Хуй тебе надо, чел? Чё от меня хочет? Я ему принес Скоробеев. А чё он Да, мне не полегчало. дает подарок? Стало легче ходить, более мобильно. Но боль как была, так и осталась, увы. М. Восточные практики. Может быть, когда-нибудь попробую. Говорят, что старение начинается в 20 У вас лет. есть билет на вечеринку? Это похоже на правду. Бля, какой заеб, мать их нахуй так. У вас есть билет на вечеринку? Нет, ну тогда я тебе перееду на мотоцикле. Да. Раньше не верил, но как начались траблы со здоровьем, понял, что это факт. Это печально, конечно. 25 лет. А, ну да, я же умер. Он такой удар получил, такой... Подумал и умер. Господи.
Да иди нахуй! Придется закупиться. Пойдем засейвимся. О, да, да. Геймплей просто вышка. Пошел, подрался. Вернулся, сохранился. Пошел, подрался. Вернулся, сохранился. Бля, ёбаный рот. Заебись. Ну, я тут сейчас в любом случае всосу. У меня сейчас глаза просто в мозг заглянут нахуй. Бля, пизда. Ну уже получше. Переходить на нормальную сложность не планируешь?
А, что, можно что ли во время игры? Мне кажется. Заебал, хуесос ебаный. Бля. Бля. Бля, вот слово есть такое на букву П, которое я вот уже несколько раз чуть не произнес, нахуй. Боже мой. Блять. Что за тупая игра, боже мой. Я его столько раз ударил, а он не планирует упасть с мотоцикла. Пиздец. Ему так похуй. Да блять, сука, я тебя же... Блять, тварь ебаная, сдохни, заебал! Google игры, Quentin Just, subscribe. Кристина. Просто ебаный рот на. Спасибо, Гого, за подписку. Гоуга подчеркивание, икт, подписался на 1 месяц. Он с нами уже... Спасибо за платную подписку. Можно это, ну, типа, сделать клип? Видели, как он меня убил, нахуй? Он вроде едет прямо, а потом он резко в бок и такой убивает меня просто. Блять. Я чё, I wanna be the Bosch играю, что ли? Что за, блять, хуйня? Максимально какая-то ебанутая, несправедливая. Около... Ну вот чисто, знаешь, чисто подъебать игрока. Ну, тролль игра, короче. Что за тролль игра вообще? Чисто... Бля. А как? Вот. Нажал сюда, допустим. А, return to that title screen. Так нету тут смена уровня сложности. Ты о чем? Я с этой сложностью навсегда.
Ладно, двойные мечи намного лучше, как будто бы. Намного лучше. Ой, блядь. Да неужели, ёбаный рот? Да иди ты нахуй, сука, ну ударь его, блядь! Пизда, почему ты не убил его? Вот сейчас урон посчитался. Вот сейчас нет. Вот сейчас нет. В чем, сука, разница, блядь? В чем, мать твою, блядь, ебаная игра, разница, нахуй? Что он делает, по-твоему, блядь? Он, сука, держит свои ебаные руки на руле, блядь. Игра хуйня ебаная. Пиздец, нахуй. Какое-то пояснение тому, что он ставит блок и не ставит блок. Есть, блядь? Нет, нахуй. Блядь. Ёбаный твой рот игра, блядь. Я охуеваю с нее, блядь, вот ей-богу, очень сильно, блядь. Если первая часть такая ебанутая, то вторая часть еще какая интересная. Ну, надеюсь, будет получше, нахуй. Я хуй знает, блядь. Это ж не надо каким ебать его урод тупым быть, нахуй, чтобы вот так вот сделать игру, блядь. Пиздец тупая игра. Просто наитупейшая игра. Третья хуже всех. Если бы визуально хоть как-то мне поясняли, что он ставит блок или еще что. Нет, я, блядь, вот просто интуитивно должен понимать, что вот сейчас урон не пройдет. Ёбаный урод, это игра для цыган, что ли, блядь? Мы все нахуй, блядь, в битве экстрасенсов участвуем или что, блядь? Охуеть, блядь. Пиздец, блядь. Угадай, нахуй. Вот сейчас ты урон пронесешь или нет, блин? Ёбаный в рот, блядь. Ой, бля. Ой, бля, идите на... Ой, бля. Ой, бля, идите нахуй просто. Господи. Сука, дай мне сил, блядь. Просто. Какая, сука, убогая игра. Не, я понимаю, почему эта игра не стала популярной. Я очень сильно понимаю, почему она стала популярной. Но это очень извращенная ебаная игра просто. Пиздец. Поначалу все было довольно-таки неплохо. Ну, правда. Очень приземленно, прикольно. Но потом они, блядь, столько наркоты въебали, что вообще охуеть можно. Кошка-девочки, блядь. Киборги, блядь, в арабском городе, блядь. Что, блядь, просто... Какой же долбоеб, блядь, разраб этой игры. Просто пиздец. Какие нахуй кошка-девочки, блядь. Бля, какая же убогая, мать его, игра, просто. Есть какое-то пояснение по тому, почему это хорошая игра? Ну, в плане вообще, ну, в принципе. Ладно, я оценил первую часть, ну, точнее, первой миссии. Было довольно-таки прикольно.
Но ёбаный в рот, блядь, что дальше творится. А, я проебал. Я хилку проебал, потому что игра посчитала, что я зажал треугольник. Вау, ну да. Действительно. Да. Вот просто я вот говорю вот реально конструктивную такую вот критику, вот вообще вот в принципе. Я типа не охуеваю от того, что игра типа, ну, сложная, да? Потому что игра вот по сложности, она вот, блядь, ебанутая, поэтому я типа говорю, что игра дерьмо. Нет, по факту, блядь, игра дерьмо, потому что имеется, блядь, множество таких моментов, которые, блядь, вызывают вопросы, блядь. А именно, блядь, какого хуя урон не проходит? Какого хуя, блядь, мне не дают какой-то вот, ну, нормального, блядь, ответной реакции на те или иные мои действия, блядь. Просто как будто бы есть правила игры, но сама игра этих правил не придерживается. Поначалу я их как будто бы понял вообще, в принципе, как эта игра играется. И я убивал, и нормально вообще проходило все. Но потом, блядь, появляются мотоциклисты, и кошка-девочки, и вообще вот это вот вся ёбань, блядь. И, блядь, пизда просто. Что нахуй? Здорово, Курен. Да, ебать его рот. Стать лучше. Блять, вот разрабу надо было Как стать жизнь, лучше. какие планы на Хэллоуин? Да, блин. Буду дома сидеть. Ну, как бы это вопрос не по адресу, скажем так. Что будешь делать на Хэллоуин? Наверное, пиво попью дома спокойно. Ужастик посмотрим. Лангольеров досмотрим. Не так давно на выходных Лангольеров смотрели. Не досмотрели, правда. Он 3 часа идет. Остановились на моменте, когда они приземлились. Да, классно. А у тебя какие планы? Видимо, у тебя есть планы какие-то на Хэллоуин, раз уж вопрос такой пошел. Пивка для рывка, что можешь рассказать о этой серии? Судя по тому, что ты сейчас рассказала, она тебя не сильно завела, может, ошибаюсь. Ну, поначалу все было довольно-таки прикольно, хорошо. То есть это вот как будто бы одна из тех игр, которая тебя подкупает к первым часам. В 2007 году был Steam или нет, я не знаю, не помню. Но суть такая, что в первые часы игра выглядела очень хорошо. Все так было логично, хорошо, ну прикольно. Мы играли за ниндзю в нормальном одеянии, который убивал других ниндзя, и он добрался до клана, до главы клана, и что-то вот там начался, вот. И там они открыли свои вот рты, блядь.
Я там убил где-то 50 ниндзя или выше того, сотню нахуй. Они такие... Ну и самого, типа, главу клана отпиздил. И он такой: заебись, потренировались. Чё, ты принес меч дракона, а ты еще защищаешь черный меч дракона. Окей. Ну давай посидим, попиздим. Блять, тренировки нахуй. Мы сотню учеников убили, блять. Потом прибегает баба, говорит: у нас деревня горит, охуеть. Ладно, я понял. Ну, я такой подумал, ну ладно, типа, тренировки. Это у них такой путь ниндзя. Хуярят друг друга. Ну, наверное, это у них в порядке вещей. С деревни все окей. Там, ну, в принципе, все горит. Самураи напали, убиваем их и так далее. Потом в конце этой части, второй или там... Да, второй получается. Когда мы начинаем... когда мы прибегаем, типа, в главное здание деревни, там стоит какой-то черный самурай, который, по сути, является просто какой-то фиолетовым духом в доспехах. И у него есть меч черного дракона, который мы должны были защищать. Но не защитили, потому что мы ушли убивать учеников. И попить чай с главой клана. Блять, просто что нахуй. Потом он нас сюжетно убивает. На нас смотрит орел. И мы возрождаемся и уже в БДСМ одежде. Почему мы одели БДСМ одежду, не понимаю. Мы весь в коже стали. А до этого нормальная одежда была довольно-таки хорошая. Ниндзя такой, ну классический. А теперь мы просто в BDSM Ninja Gaiden одежде. Ну, в 3D-шной. Пожалуй, скипну эту игру и подожду резать 9 гол плюс, а то как-то хотел ее поиграть. Есть еще Ninja Blade, вот это было сочно, но под конец трудно. Планы на Хэллоуин стримить с хоррорами и маскарадом. Динуденс. Прикольно. Но я как бы сам упарываюсь, типа, безумно. Я поставил хард. А эта игра сама по себе и так сложная. И... наверное, отчасти несправедливо его говнить, потому что я играю на харде. Но, блять, ну ёбаный стыд. Ну ёбаный в рот, сука. Тут есть такие моменты, когда ты вот бьешь врага, но он иногда урон не получает. К примеру, ну смотри, хороший пример, когда... враг ставит блок. Окей, урон не прошел, все нормально. Но вот есть, например, мотоциклисты, с которыми я вот сейчас вот пытаюсь, которых я сейчас пытаюсь пройти. Они какого-то хуя иногда не получают урона. Вот вопрос, почему? Что меняется? Вообще ничего. Они держат руки, сука, на руле, нахуй, и едят, блядь, ну, вперед, типа, в мою сторону, меня пытаются переехать. А я в этот момент им напротив просто лечу и мечами им ебало хочу снести. Иногда урон проходит, иногда нет. Почему нет? Непонятно. Просто непонятно. Мне ничего не говорят. Визуально этот самый мотоциклист ничего не делает. Но, тем не менее, урон не проходит. И я, плюс ко всему, получаю урон ответный. Какого хуя? Вопрос. Просто не понимаю, блядь. Я как бы вот, ну какого хуя я должен, типа, молчать, блядь? Конечно, я выскажусь, блядь, вот терпеть не буду. Но это пизда вообще. Но я реально охуеваю. Вот смотри, вот это вот, типа, вот эти вот ребята, да, вот глянь на них просто. Вот почему они такие? Это какие-то, блядь, киборги, нахуй.
почему они киборги? Город вообще как будто Багдад нахуй. Восточный. Но бегают киборги, блядь. Какого хуя они киборги, блядь? Потом вдруг кошка девочки, блядь. И творят, что хотят. И вдруг кошка девочки. Почему, блядь, кошка девочки? Где, блядь, арабы нахуй такие? Или, блядь, пояснили бы мне, пожалуйста, почему здесь находятся, блядь, киборги и кошка девочки? Вот просто, блядь, я вот, ну... Я, конечно, нервничаю, бешусь немного от того, что, блядь, игра, ну, дохуя несправедливая и ебаная, блядь, в принципе. Ну, блядь, ну, что поделать? Вызывает вопросы такие вот у меня игра. Просто, блядь, вот реально, они поначалу как будто бы работали хорошо, когда делали эту игру, разработчики, да? Потом по ходу разработки въебали дохуя наркоты. Вот реально, торчались просто чё по черному. Вот сейчас я ему урон нанес. Смотри, смотри, смотри. Вот тут нет. Почему? Вопрос. Просто. Блин, я обожаю это. Просто обожаю. Поменяй уровень лучше, сохрани нервы. Так он не меняется, я уже на 4-м миссии. Мне это всю игру заново играть. А я ебал рот это делать. Я уж лучше дропну эту игру и все. Если уж на то пойдет. Ну потому что вот как бы Если все совсем плохо, будет лучше дропнуть. ну когда придет время, я приму решение. Ну как будто всем похуй на эту игру. Никто не смотрит, во-первых. Во-вторых, ну правда. Я сам уже начинаю от этой игры охуевать сильно. Боже мой. Смотрим. Смотрите? Да вы что? Правда что ли? Привет, Хорус. Если смотрите, то это, конечно, мотивирует дальше проходить. Ну да. Орес. Тут нету Орес такого. поддерживает канал. Мне Вообще очень нет, веселый нахуй. лол. Sonic Infinite. Спасибо за фоллоу, Хорус. Вообще нету сложности. Новый фолловер. Вот только Корис в начале. 88. Я везде зафоловился. Пиздец. Спасибо. Есть еще Hero Mode какой-то. Нормал какой-то. Ну, нормал понятно. Hero Mode, я не знаю. Да лучше переходить на нормал. Ну это заново, блядь, всю игру. Ёбаный. Эта трилогия есть на PS5 у меня, но я хочу еще на Switch купить, как раз скидка на него сейчас. На трилогии на PS5 есть. У меня был Switch, но один. Вот смотрите, какая она охуенная в начале. Кайфовая тема. Вот. И Марил вообще кайф. Смотри, какая у него одежда охуенная. Одиссея. Классическая Ninja Gaiden форма из Дэнди версии.
Боже мой, блядь. Я убил этого ниндзя сейчас с 3 ударов. Это пиздец. Чтоб вы знали, на меня на харде тут нападали белые ниндзя. Ну и не то чтобы мне их надо было пиздить там типа очень много ударов, но блин так прилично. Надо было их поударить. Поударять. Ну Аланчик узнал, что существует нормальный уровень игры и начал шутку ловить Ахахас. Ну типа того, да. Ну я всегда упарываюсь по хард сложности, но эта игра сама по себе и так сложная. То как не вижу везде харды проходят быстро. Ну да, да. Везде на харде проходит. Ну в том-то и дело. У меня вдруг такая мысль появилась в голове. Блять, а что если на нормальной сложности в том уровне, где я сейчас был, там ну буквально нормальные люди ходят. Не роботы, блять, ебаные какие-то. Не кошка-девочки там будут, нахуй. А адекватные типа существа, блять. Сука. Возможно, так и будет, блять. Да, реплейсмент врага. Это будет видно, как ты туда доберешься. Но мне кажется, я туда быстро доберусь. С этими ниндзя, ну с этими врагами вообще изи будет. Но они реально мне не соперники вообще. Я очень уверенно это говорю, потому что, блядь, ну... Даже урон низкий. Так, ну должен тогда очень быстро их убивать. Без автосейвов это без что получится. Да, Ну да, по сути, без смертей надо играть. То есть только сейвы иначе заново тебя всё. спасут. Только сейвы тебя спасут. То есть вручную только сохраняешься, а сохранение эти, ну, обычно очень далеко расположено. Сейчас мы еще не скоро увидим сейв. Надо добежать до него сначала. Вот здесь мы берем сейчас имбу. Ща.
Ну это еще не имба. Вот это имба. Да. Очень курс. Так, тут мы смело идем сюда. Что засиделся я и ванную чуть перебрал, блин. Пойду я принимать ванную, а тебе удачной и легкой игры и хорошего стрима. Пью. Спасибо, спасибо. Приятно помыться. Так. Расположение предметов тоже поменялось, кстати. Оттуда обычно вылетали летучие мыши в огромном количестве. Что ты пропустил? Ну я еще тут. Что-то пропустил? В смысле? Ты про этот цветочек? А, да похуй на него. Это же обучение. Вау, талисман возрождения мне еще подкинули. Ебать. Серьезно, это пиздец. Вот такие вот белые ниндзя, это вот обычные враги, блядь, на харде. Ходил. Ни разу не проходил эту игру. Лежать, сосать, твари. О, господи. Это было, ну, по сути, очень легко. А, блин, что я делаю? Я забыл про кое-что. Я должен взять ключ. Ай, долбай. Эй, тихо. Возьмем ключик у самурая.
Да блин. И вот так вот. И вот так вот сейвился. Вот еще бесит, что в этой игре она, ну, из-за того, что старая, да, существует, как бы это сказать, вот эта вот старая манера, довольно-таки тупая, возрождать врагов без всякой на то причины. Вот это вот прям не очень приятно. Вот ключ использовали. Входим. Нормально. Окей. Ну что, пошли. Я вижу, ты далеко добрался. Надеюсь, пройдем его с первого раза. Ух ты, блядь. Ай, блядь. По-моему, даже успел по времени. Жопа. А, меч дракона. А твой отец по-прежнему в священной глуши? Да, это он одарил меня этим мечом для тренировок. Похоже, он никогда не присытится своей властью. Когда-нибудь ты узнаешь всю прелесть истинной власти. Твои тренировки начнутся прямо здесь. Что касается меча черного дракона, ты что, тоже его охраняешь? Он находится в селении под защитой клана моего отца. Они смотрят, чтобы к нему никто не прикасался. Его темные силы должны быть скрыты. Позор, что к такому мечу никто не может притронуться. Такая власть. Жаль, что я не потомок драконов. Меня этот меч не Он касается. злодей будущий, 100%.
Мастер Амура, деревня горит. Мастер Рио? Мастер Ю! Это вы! Мастер Нинджа! А до этого я был главой клана. Мастер Нинджа, наверное, лучше. Ну, погнали. Очень странные тренировки. Мы всех учеников убили, которые должны были защищать сейчас селение, наверное. Да? И это во время тренировок. Ну, тупо гении, блин. Нет. Это наши нити. Прям 100%. Как в Якутске, короче. Ну сейчас-то такого нету вроде. Вроде. Вообще. Нет, наверное. Мне кажется, такой хуйней только вот 30-летние, как вот 40-летние, как мы, вот, наверное, будут заниматься. Молодые, наверное, этим, ну, не особо будут заниматься. Ну, сильно вряд ли. Ну, я надеюсь, по крайней мере, наверное.
Ну, век интернета, блин. Это же вообще... Таким надо быть утырком, но... Это ж каким надо быть тупорылым человеком, чтобы продолжать такой хуйней заниматься. Я вот просто не верю в это, что такое может быть в нынешнее время. Нифига там, блин. Я столько всего пропустил, оказывается. Я просто по умолчанию охуевал в этой игре, по-моему, на харде. Какой цвет-то? Потому что вот так вот лампа стоит теперь. Знакомство с серией Гайденов и начать в харду — это реально челлендж, не иронично. Да. Ну, я теперь хотя бы понимаю, что такое Ninja Gaiden на харде. Теперь остальные части будут так проходить. Пьедестал. Я помню, таблички какие-то находил, но они были сильно позже. Как будто бы. Черный самурай в черных доспехах. Мастер Рио. Не пытайся сразиться с ним. Деревянный меч. Что, блядь? Вот это вы появились. Да ёб твою мать.
Нормально. У меня так дохуя эликсиров еще никогда не было. Кладбище. Этот диск, да это просто характерочки. Да. Какая красивая лошадка. Да, я на ПК. Да иди ты... Как они часто возрождаются. Кретинов. Сосать. Контратаки. Позже. Четко. Три грейт эликсира, жестко. А, блять!
Меня взрывом убило. Почему у них такое хорошее настроение? А это значит соленый меч? Иди нахуй, боже мой. Да, просто... Без шансов на сюжетную смерть. Улетел. Вот смотрите, мы лежим мертвые. На нас смотрит орел. Где? Что это? Птица какая-то. Второй уровень пройден. Сокол. Сокол, да. Мастер ниндзя. И мы стали БДСМом увлекаться. Почему? Был нормальный парень, ниндзя, в хорошей одежде. Теперь он прям в облегающей такой... Моя сеть ниндзя раскрыла причину нападения. Самурай, который сжег деревню, это Доку, лорд высшей нежити Империи Вигур. Похоже, Империя Вигур в поисках силы клинка Черного Дракона. Доку. Доку. Обалдеть, я опять здесь. Я вчера жестко хуевал в этом уровне. Святой император Вигур – диктатор и очень засекреченная личность. Его исключительная внешняя политика делает почти невозможный въезд в страну. Единственный оставшийся способ – это дирижабль, идущий в столицу Тайрона. Может, у них и граждан нет. Что за эта империя такая? И кто это нам сказал вообще? Непонятно. Мы идем на обыск. Диктатура, да. О, докер полетел.
Прям с кресла. Или правильнее диктечеру. А это тогда кто прилетел? Типа менты? Получается, они документы? Они же типа менты док. Получается, документы. Это Сиджин Мазахист. Просто победа. Ты должен улучшить свое оружие, чтобы открылись новые техники. Да, это мы знаем. Я карта, я карта, я карта. Привет, Гудзон. Да. Это я. Мы... Я же видел эту локу, почему повтор? Потому что условность поменяли. Да. Да. Я там уже просто, ну... Очень сильно охуел. Неужели? Да. И такое бывает. Великий Мулан. Ну я ж не козел, не баран. Такое. Да. Чтобы упираться и постоять на своем. Ну я просто, ну, дико охуел на 4-м уровне. Там есть мотоциклисты, короче. Меня вообще, короче, игра конкретно начала выбешивать. Там просто бред полный начинает твориться. Вообще с какого-то хера там начали появляться какие-то эти киборги. Почему киборги? Я вообще не понял. Меня начали пиздить киборги. Я как будто бы даже почти прошел 4-ю часть. Ну тут тупо. Ну да. Но геймплейно там есть моменты, которые вызывают вопрос. Ну, серьезно, типа я как-то это... Начал с этого дико охуевать, я уж думал дропнуть игру. Но потом... Что-то вот...
подумал, что надо сложность сменить. Нам более адекватно. Ребята, так сказать, подсказали, сказали. Попробуй поменять сложность. Я, конечно, мог бы по обычаю своему сказать, блять. Менять не буду, но одумался. Угу. Заметно хилые моды стали. Ну да. Они, вот что самое главное, не стали такими ебанутыми нахуй, как на сложность. Они не то чтобы вот хилые, да, по уровню здоровья плюс-минус одно и то же. Но поведение у них, блин, сейчас оно более адекватное. Они там, блин, под кокаином как будто бы были, я хуй знаю. Они меня так пиздили, блядь, как будто бы я у них хату отжал и жену их выебал, ну серьезно. Они меня так пиздили, блядь. Господи, как же они меня пиздили, нахуй. Ну серьезно. Они мне вообще шансов не давали. Вот тут есть засада, вот за этой дверью. Я там должен убить где-то 78 человек. Скорее всего 80 ровно. И на сложной, типа сложности я это дерьмо прошел. Чему я без, ну, прям, ну, горд этим, нахуй. Вот сейчас как это будет, я не представляю.
первого раза прошел. Охуеть. Все, короче, каждую часть Ninja Gaiden буду проходить на нормале. Ну сейчас, кстати, наверное, из дроп открылся. Но изон дроп есть. На харде его нет вообще. Пиздец. Теперь можно обузить. Да, куплю, хуй знает. А, только так, что ли? Ну ладно, похуй. Так, как этот изон дроп делается? Пипец. Повышение уровня для артист с хороший человек LVL46. С повышением уровня. Хух-ху. А, погоди, наоборот. А-а-а. Ну да.
Тихо. Окей. Окей. Мы сейчас вернемся обратно к 4-му уровню. Причем, походу, быстро. О, скоробей. Еще себе. Да, столько всего пропустил, оказывается. Ты что, там приколишься? Бэ. Так. 1 000 000 кармы. 1 000 000. Black Mob. Ну да, но я его покупать не буду, наверное. Я эту игру купил.
Ну типа Мастер Коллекшн. Все 3 части купил. Ай, блин. Ну я хочу с достижениями, понимаешь? Блин. Да ёбаный рот. Один раз таки убил, блядь. О, козёл вонючий. Да. Но я знаю, что Блэк, он, наверное, будет веселее. Этот босс жесток. Этот босс жесток, да. И жирен. Жирный имеется в виду. В прямом и переносном смысле. Да-да. Вчера помню. Я на харде, блин, пытался его пройти. 2 часа. Да, 2 часа поливали просто. На харде тут еще 2 бомжа все время бегает. Он, то есть, тут типа не один находится. Ну, блядь, двигайся, тварь! О, господи. Как же я его не круто убил, ну ладно. Да, я сегодня тоже, мне жопа подгорела так же. Моя жопа дирижабль. Повышение уровня для Хорис 88. О, с повышением уровня Хорис. 5. Нормально, нормально. И мое звание? Мастер ниндзя. Снова здорово, как говорится. Здорово, отец. Время представления.
Было бы прикольно сделать склейку, где он так падает и потом поджаривается там, типа. Ну, просто вставить видео, где какой-нибудь индус держится за провод там. Чё индусы так не любят свою жизнь? Вечно они там под поезд прыгают. Провода трогают. Да, тут нормальные враги, короче. Ты видел, в телеге я скидывал видео, где один какой-то блогер пришел на какой-то праздник индийский какого-то поселения. Они буквально там все обмазываются говном в этот праздник. Понимаешь? Они обмазались говном просто с ног до головы. Это просто, блядь, ну, страна Пахома, нахуй. Страна сладкого хлеба. Я реально охуел, когда увидел эту хуйню. Это просто бред какой-то. Ну как, в принципе, вообще такое возможно? Праздник говна. Ну вообще пипец. Наверное, не очень красиво так, ну, вот так вот говорить про чужую культуру, страну, да? Но, блин, ебать. Говном измазываться. Ну, наверное, как бы народ скажет на это... Люди не поймут, очевидно. Такого прикола. И типа, знаете, как было, ну, очевидно... А еще видел, какая у них кухня в Русиклае. Да, это пиздец. Вот реально родиться в Индии, это просто сразу же. О, нифига. Техника открылась. В смысле ты жив, блядь? Да. Нас таких не осуждают. А понимают. Ну, я просто реально думал, что меня никто не смотрит. У меня типа нету... Объективное мнение, что у них грязно. Все так думают. Угу. Хороший лоу. Всем привет. О, предан Станислав. Не люблю в чат писать. Угу. Нормально. Кстати, вы пробовали, типа, такой темой заняться, детоксом, так сказать? Очистить организм? Я вот сейчас этой хуйней занимаюсь в натуре. Я голодаю сейчас. Целый день ничего не кушаю. И пойду спать голодный. Но при этом, короче, изначально голод был жесткий. А
перетерпел, и сейчас уже голод пропал. Ну, чувство голода. Вот так вот. Первый день. Первый день, ага. Ну, не знаю, нужно ли делать второй день. На второй день накроет. Холодные и очень седыми волосами на яйцах из-за низа Даяна. Потом опять стихнет. Ну да, иногда поголодать прям хорошо, только без фанатизма. Да. На пятое уже и жрать-то не хочется. Не, вообще говорят, ну, я так проконсультировался у чата GPT. У кого еще? И он сказал, что... Ну, точнее, не у чата GPT, а у DeepSeek. Да, это важно подметить, потому что DeepSeek, он все-таки, ну, понадежнее, чем чат GPT. И он так сказал, что 2-3 дня норма. Да? И вообще для начала лучше типа один день поголодать, а на следующий день вот выходи из голода. Я тёнком пользуюсь больше, он лучше советы дает. Ну, кит охуенный. Главное, заходи аккуратно, а то с голоду. Да, вот выходить надо аккуратно. Он сказал, выходить надо, ну там, с помощью... Кашки. ну там, да, что-нибудь такого. Кашки там. Или... Бульон самое то куриное. отварный бульон. Да, такое. С яичком. Я что-нибудь придумаю. Но вот главное не переесть бы. Самое главное не переедать. Вот мой грех большой, это вот реально переедание. Я переедаю как мразь просто. Ну, по мне видно, наверное. Да, ничего себе. Не переедайте, только минималки весишь 5-10 килограммов. Ну да. Ну, в целом, хотелось бы результат получше. Хотя ты и так красавчик. Спасибо. Ну, нчаки. Вы посмотрите на это. Меня просто сыпают оружиями, вещами. Пиздец. Вот это да. Вот это большая разница в сложности. Да. Мразь. Вот это нормально, вот это я понимаю. Какие нахуй кошка девочки? Вот я охуевал, серьезно. Пиздец. Вот эти ниндзя в первом уровне появлялись, блядь. В первом нахуй. А на харде тут кошка девочки. Боже мой. Как же я сильно ошибся в выборе сложности. Пиздец.
Роботы, кошка-девочки. А сейчас нормально. Ниндзя. Это, видимо, клана Паука ниндзя. Ой, старый, давай! Клиент. Присяду. Привет. Чем могу помочь? Scarabase. I have Scarabase. Yes, yes. А еще советую один год, второй день только яблоки. И выходить белянчиком. Бульончиком. Вот в первый раз он такую хуйню сотворил со мной. Вот так вот уебал меня. А на харде они так делают постоянно. Режут мне глотку. Пинают. Это вообще жесть. Да забейте хуй на голодного, мужики. Скуфить круто. Но все-таки небезопасно скуфеть. Было бы безопасно скуфеть, я бы скуфился, конечно. Но как я увидел, что... Ну, просто какое-то такое понимание пришло, что я, возможно, сдохну от сердечного приступа. Шнурки завязать у коротышка. Жесть. Ну это жестко, конечно. Мой единственный порог сейчас это, ну, вот реально пивас. Курить уже бросил давно. Нихуя себе тут скоробей лежит. Прям конкретно не курил. Я была филисом по телосложению. Теперь я скини, скуф и вообще поебать лал. Нормально. Стал более счастливым. Но у каждого свой путь счастья. Это да. Суке. Дневник суке. Я в свой свернулся и заебись. Не ходит на толстень, не хочу. Мышц только подкачать бы. Олень. Лень.
Браслет потенции? Что мне дал, блядь? Член длиннее и шире стал. А, это кольцо на член, я понял. Так, пойдемте засейвимся. Берегитесь, ниндзя, у меня браслет потенции. Кэшма. Ничаку. А, погоди, не сюда. Нунчаки. Господи, очень не хватает. Бля, вот эти челы, конечно. Блядь! Господи. Чего? Дверь закрыта, скажем так. Так, ну, по идее, там до хера всего. А как это открыть? А как использовать магию вообще? Не понимаю. Нимка. И чё? Его выбрать надо было, прикинь. Y. Ну, кстати, это из Дэнди.
помню такую. Пойдем купим хилок и пойдем вперед. Купим хилок и вперед. А, так это другое, оказывается. Или я ошибаюсь? Или то же самое? Как будто то же самое. Другое? Кстати, что-то чат вырубился. Окей. Так, тогда я еще раз попробую. Блин. Ну, я попробовал. Окей. Впервые магию использовал. А, я ж хилки хотел купить, господи. Как я легко отвлекся. Она и дешевле тут стоит, серьезно. Вау. Нормально. У вас есть билет на вечеринку? Даже мотоциклисты другие, понял?
2 удара, блядь. 2 удара. Да, это просто небо и земля. Совершенно другую игру как будто играю. Ты какого хуя туда залез? Почему он туда зашел? Я просто боюсь, что игра кончится, точнее уровень кончится. А там у меня ключ есть от двери, который хочу открыть. Так. Какая-то крашотка. Крашена. Я Рошель, охотник и убийца нежити. Значит, это нежить. Сегодня их не часто встретишь. Трудно поверить, что они были Ебать, люди. сисяндры. Люди? Любой, кто падок на силу проклятия, Ля-ля. будь это грешник или святоша, может слиться с ними и стать нежитью. Ну что это дает тебе? Сложно, а ты? Я ищу нечто из высшей нежити по имени Доку. Ты знаешь его? Зачем ты ищешь его? Я собираюсь Добрый убить сердце его. 90-х. Ты даже не знаешь, против чего ты выступаешь. Если бы его можно Физика было бы сисек убить, есть. я сделала бы это давно. Это он отобрал у меня мою сестру. Это будет трудная ночь. Или там кто-то заморачивался. Похоже на то, что ты легко общаешься с дамами, мой друг. А ты кто, блядь? Не надо слов, я просто прохожий. Что ж, удачи тебе с Доку. Прям сидел, Она тебе программировал пригодится. сиськи. И я хорошо знаю Рошель. Она справится. Чё тоже прыгнет. Начальника погонял, после работы он. Ну не погодите, надо закончить. Вот это странные ребята, конечно. И уровень кончился. Голова ниндзя. Чего я обрел? Какой-то старый куб. Охотник на нее. В поисках... Представляю, сколько совещаний было по размерам. Да. В поисках слухов о ее близнеце-сестре Рошель, охотница на нежить, двигалась одна в монастырь Дворку. Она чувствует присутствие нежити в тенях. Ну, здрасте. Ну, блядь. Бля, вот это сексизм. Просто взяли, схватили уже сразу моментально. Погодите, но я как будто бы не согласен с этим приколом.
Я хочу побежать обратно. Просто как ключ подберу. Чё вообще? А. То есть это так происходит. Ну, окей. Я уж думал... Мастер ниндзя. Драгон Гантлет. Блин, какая же не смешная походка бега, блин. Слушайте, те ребята, которые делали эту игру, они, ну, явно не видели никогда, как женщина бегает. Ну, это странно. Блин, вы посмотрите просто. Как же это смешно бегает. С повышением уровня. Как будто лоща бежит. Resident Sleeper. Лощадь.
Да, ребята. 2007 год. Топор, кстати, их практически ваншотает всегда. А она не бегает по стенам, да? Кто подталкивается. Блин, ну она прям какой-то варвар. Прям барбарианка. Ключ монастыря. Не может быть открыто с этой стороны. Ладно, это просто тупик. Опа, здрасте. Вархаммер. У него буквально Вархаммер в руках. Ничего себе. Сережки. О, монстры. Ну ладно. Входим. Да сколько можно, ёбаный в рот. Угу. Ну, хилка.
Даже очки есть. Да. Этот бег. А нам сюда? Закрыто? Зону, нихуя. Ага. О, окей. Руки так и не доходили до программирования. Да, скорее всего, таки было. Да похуй. Ты думаешь, всем будут смотреть на ее бег, на ее поход? Все будут смотреть на ее сиськи. Сиськи! Зато скажи, как играли виноват. Я тут отправлю.
Так, я же сохранялся. Ладненько, давайте-ка мы завтра продолжим. Сейчас я лучше пойду спать пораньше, чтобы вдруг не пожрать ночью. Рано. В смысле рано? Нормально. ББ. Но на нормале игра стала нормальной, проходимой и даже в каком-то смысле приятной. Да. На харде эта мразь, конечно, вообще неиграбельная, пиздец. Ужасная игрушка становится. Да. Ну ладненько. Буду, если что, писать в телегу, скидывать всякие разные эти, как называется, клипы. Да. Хайлайт. Я каждый раз делаю клипы и хайлайты, кстати говоря, после стрима, типа а-ля нарезка. И потом закидываю это все в Телеграм. Так что имейте в виду, если что. Все. Всем спасибо за общение, за присутствие и всем пока. Завтра продолжим.